Добрый день. Прежде чем перейти к докладу, хочу ответственно заявить, утверждение о том, что невыполнение мер защиты граждан в разгар пандемии коронавируса и отсутствие своевременных и скоординированных мероприятий по приобретению вакцин и медоборудования, повлекшие за собой коллапс в медучреждениях и смерти наших граждан, это неправда, это надуманный лозунг, в корне не соответствующий действительности. С первого дня начала пандемии Минздрав при поддержке правительства страны и лично президента Аслана Абжаня вел активную и целенаправленную работу по противодействию коронавирусу и спасению жизни наших граждан. В подтверждение вышесказанного приведу сухую статистику, отраженную в справке о мерах, предпринятых Министерством здравоохранения в целях противодействия пандемии коронавирусной инфекции. Расскажу хронологию событий, чтобы у нас просто было понимание у наших граждан о том, какой объем работы вообще был проведен Министерством здравоохранения, правительством вообще всеми вместе. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуации в области общественного здоровья, имеющей международное значение. 3 марта 2020 года приказом министра здравоохранения введен строгий карантин в лечебно-профилактических учреждениях Республики Абхазия, учитывая эпидданные по COVID-19 в сопредельных странах. 5 марта уже приказом министра здравоохранения введены ограничительные меры на введение массовых мероприятий и запрет на проведение мероприятий с участием детей. 6 марта приказом министра здравоохранения введены дополнительные меры по снижению риска завоза коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. Проведение санитарно-карантинного досмотра перемещающих со стороны Российской Федерации в Республику Абхазия. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышка приобрела характер пандемии. 13 марта центром стала Европа. С 15 по 19 марта 2020 года в целях повышения квалификации и ввиду сложившейся обстановки и распространением COVID-19 в Ставропольском противочумном институте Роспотребнадзора проходит обучение наших 2 специалиста из Абхазии по ПЦР-диагностике коронавирусной инфекции. 18 марта 2020 года в Республике Абхазия создан координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции. 19 марта 2020 года создан оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. С первого дня предприняты меры по обеспечению заболевших кислородом. ковид оказывает сильное влияние на работу легких. Дополнительный кислород необходим пациенту как на этапе лечения, так и на этапе восстановления после коронавируса. Наши граждане, благодаря четкой и слаженной работе всех профильных структур, ни на один день не остались без кислородного обеспечения. Хочу пояснить, что настолько сложная была ситуация с кислородом в Российской Федерации. Мы закупали кислород в Краснодарском крае. Крайние случаи были, когда возили с Азова, с Волгоградской области. И это все надо было провести вовремя, и все эти манипуляции должны были облегчить, чтобы доставка была кислорода нашим гражданам. И все это вовремя привозилось, несмотря на колоссальный дефицит, который был вообще в Российской Федерации и во всем мире. С 19 марта Государственной санитарно-эпидемиологической службой в Республику Абхазия заводится первый тест-системы для выявления COVID-19. С 20 марта в Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории силами своих специалистов начаты исследования по выявлению больных и носителей COVID-19. С 26 марта вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, организация стационарной помощи пациентам. 26 марта 2020 года создан ковид-госпиталь на базе Гудаутской ЦРБ, 220 койко-мест. 30 июня Сухумская городская детская поликлиника передана система ультразвуковой диагностики на 2 миллиона 418 тысяч рублей. Я просто уже буду говорить о тех финансовых затратах, которые и шло руководство помимо борьбы с ковидом. Республиканская детская больница получила автомобиль новой скорой помощи на сумму 9 миллионов 45 тысяч рублей. 18 августа лаборатория передана бактериологическая лаборатория в целях усиления службы. Далее, 17 сентября приказом главврача центральных районных больниц созданы боксированные палаты для температурящих больных в Галах, Тхуарчалах, Ачамчирах, Пагудзерах, Гаграх, Сухумской инфекционной больнице. 12 октября в Гагрский район организовано 25 койко-мест. Также инфекционная больница город Сухум, я сказал.
25 декабря 2020 года для ЦРБ Гудаутского района приобретен компьютерный томограф на сумму 14 миллионов 950 тысяч рублей. Средства для приобретения дорогостоящего оборудования были собраны абхазскими предпринимателями. В кратчайшие сроки по поручению правительства на территории Гудаутского госпиталя было построено здание под КТ. В этих целях из резервного фонда президента Республики Абхазия выделено 8 миллионов 669 тысяч рублей. 12 февраля 2021 года утверждены санитарные правила в условиях распространения коронавирусной инфекции. Как только появилась официальная информация о разработке вакцины от коронавируса COVID-19, хочу перейти в вопросах вакцинации, мы сразу взяли ситуацию под контроль, находились в постоянном контакте с российскими коллегами. Так, 3 мая 2021 года в республику распоряжением президента Республики Абхазия поставлена первая партия вакцин для профилактики коронавирусной инфекции в количестве 8 тысяч доз на сумму 6 миллионов 129 тысяч рублей. Также в мае в республику при содействии абхазской и московской диаспоры поставлена партия вакцин для профилактики коронавирусной инфекции в количестве 5 тысяч доз на сумму 3 миллиона 830 тысяч рублей. Тут важно отметить, что на протяжении всей пандемии вакцина в страну поставлялась стабильно. Были ситуации, когда прививки завозили с трудом, но с такой проблематикой сталкивались все государства, которых постиг COVID-19. Это связано с высокой потребностью в вакцине и повсеместным ростом заболеваемости. 9 августа 2021 года в республику осуществлена поставка вакцины для профилактики коронавирусной инфекции в количестве 5000 доз. Я вот хронологию рассказываю, как страна приобретала и завозила эту вакцину. 18 августа прибыл мобильный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации, который помог врачам оказывать помощь в режиме колоссальной нагрузки, запредельной находились абхазские врачи, смею вам заметить. 19 ноября 2021 года открыто отделение для больных COVID-19 психиатрической больницы. Это тоже отдельное направление со сложными профильными больными, которые требуют вообще индивидуального подхода, учитывая психосоматический статус, который есть у этих пациентов. 16 ноября 2021 года в республику доставлена вакцина в 12 тысяч доз на сумму 8 миллионов 955 тысяч рублей. 13 декабря также вакцина доставлена 1500 доз на сумму 1 489 тысяч рублей. Также 27 декабря в республику доставлена вакцина на сумму 1 489 тысяч. Вот. Далее хочу сказать, я по вакцинам, также хронология. 10 февраля доставлена вакцина для профилактики коронавирусной инфекции 3000 доз на сумму 2 миллиона 979 тысяч. Количество приобретенных вакцин покрыло потребности в вакцинопрофилактике коронавирусной инфекции. Но мы знаем, что в обществе были определенные тенденции, когда люди сопротивлялись вакцинации, и это тоже присутствовало. Наряду с вышеизложенным в период с 20 по 22 года Министерством здравоохранения проведено медицинское оборудование на сумму 128 миллионов рублей. Вот у меня весь перечень, могу показать, сколько всего было приобретено для нужд наших лечебных учреждений. В период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года медицинским учреждениям переданы концентраторы кислорода в количестве 114 штук на сумму 12 миллионов 148 тысяч рублей. Смею заметить, что вот эти концентраторы, их еще надо было найти и привезти. Это был дефицит колоссальнейший в тот период времени. Для мониторинга состояния пациентов, находящихся в реанимации, Минздравом в период 2020-2022 годов дополнительно приобретены мониторы на общую сумму 8 миллионов 898 тысяч рублей. Также у нас все эти данные есть в открытом доступе. Мы готовы предоставить любую информацию касательно вообще всей закупки оборудования. Пандемия коронавируса застигла врасплох весь мир, в том числе страны с развитой экономикой и отличными медицинскими показателями. Несмотря на ряд предпринятых мер, постоянное взаимодействие разных стран и ускоренные сроки изучения нового вируса с целью противодействия ему, ковид унес миллионы жизней.
людей по всему миру. Мы потеряли 698 наших граждан. За жизнь каждого мы боролись всеми средствами и силами. Каждый погибший – это большая утрата и боль для нас. Если сравнить уровень летальности от ковид в соотношении с заболевшими, то в этой ужасающей своими масштабами статистики наша республика демонстрирует достойный результат. Об этом говорят цифры. Показатель летальности от COVID-19 в Республике Абхазия 1,45. Хочу вам просто сравнительную таблицу предоставить, просто показать те цифры, которые есть в развитых странах с хорошей экономикой, когда они вообще врасплох все были как бы вот этим коронавирусом. По Российской Федерации 2,07%. По Краснодарскому краю 6,68%. По Москве 1,6%. По Республике Абхазия я уже сказал 1,45%. Соединенные Штаты Америки 1,2%. Польша 1,9%. Все эти данные есть в свободном доступе, вы можете посмотреть в интернете. Я думаю, что сегодня люди до сих пор сражаются с ковидом. Этот ковид не ушел еще, поэтому в Гудаутском госпитале у нас лежат пациенты. Вы знаете, в каком колоссальном режиме перегруза и кадрового дефицита все медицинское сообщество республики с помощью всех наших граждан, с помощью президента, с помощью кабинета министров, премьер-министра. Вот у меня лично с того момента, вот сегодня 11 мая, ровно 2 года, как я заступил на работу в Республику Абхазия, в ежедневном формате, круглосуточном режиме были вопросы и доклады руководству страны. А официально, открыто об этом говорю. Каждые наши вопросы, которые нужно было решать, они решались, несмотря на какой-то временной промежуток. Это был день, это была ночь, неважно. Обращались и всегда были услышаны, и нам всегда помогало наше руководство.